Всем привет! Сегодня мы продолжаем рассматривать давно прошедшее время, очевидную форму, и подробнее рассмотрим, как образуются отрицательные и вопросительные формы данного времени. Существует два способа образования отрицательной формы. Первый способ – это отрицательные суффиксы «бабе», «папе», «маме» мы присоединяем к основе глагола. После этого идут суффиксы данного времени, а уже после этого мы прибавляем личные окончания первого типа. Рассмотрим это на примере. Для этого возьмем глагол I to. Основа глагола у нас будет являться ait. Так как основа глагола заканчивается у нас на глухую согласную «т», значит нам и нужно прибавить такой же глухой суффикс. В данном случае это суффикс «па». После этого мы прибавляем суффикс давно прошедшего времени «хан», и после этого прибавляем личное окончание первого лица. Получается «мен ait paganman» – «я не говорил». То же самое мы проделаем и в остальных лицах. То есть берем основу глагола, после этого прибавляем отрицательный суффикс, далее у нас идет суффикс давно прошедшего времени очевидной формы, и после этого прибавляем личное окончание. Ты не говорил будет звучать «сен ait pagansen». Вы не говорили «сис ait paganses». Он не говорил или она не говорила «ол ait pagan». Как мы помним, в третьем лице нет личных окончаний. То же самое и во множественном числе. Быс ait paganbus мы не говорили, синдер ait pagansenдар вы не говорили, вежливая форма сиздер ait paganсесдар, и в третьем лице множественного числа также нет личных окончаний. Прибавляются к основе глагола только отрицательные суффиксы и суффиксы давно прошедшего времени, в данном случае олар ait pagan они не говорили. Второй способ образования отрицательной формы следующий. Данная форма образуется при помощи отрицаний «жог» и «емес». Суффиксы времени прибавляются к глаголу, а личное окончание у нас прибавляется к отрицаниям «жог» или «емес», в зависимости от того, какое мы отрицание будем использовать. Для начала рассмотрим отрицание «жог». Также возьмем для рассмотра глагол I to. Основа глагола у нас будет звучать ait. Далее мы прибавляем к основе глагола суффикс давно прошедшего времени. Так как основа глагола у нас заканчивается на глухую согласную «т», то и суффикс мы используем соответствующий. Слово твердый, суффикс у нас тоже твердый. И также он глухой, получается aitkан. Далее идет отрицание «жог», и к этому отрицанию мы прибавляем личное окончание. В данном случае личное окончание первого лица. Все предложение будет звучать «мен aitkан жогпан» – «я не говорил». То же самое мы делаем и в следующих лицах. «Ты не говорил» будет звучать «сен aitkан жогсен», «вы не говорили» уважительная форма единственного числа «сис aitkан жогсес», и в третьем лице «ол aitkан жог». Как видим, здесь прибавляем к основе глагола только суффикс давно прошедшего времени, а к отрицанию «жог» мы не прибавляем никаких личных окончаний, так как в третьем лице их попросту нет. «Ол aitkан жог» – он не говорил или она не говорила, и то же самое мы проделаем во множественном числе. «Быс aitkан жогпас» – мы не говорили, «синдер aitkан жогсендар» – вы не говорили. Уважительная форма будет звучать как «сиздер aitkан жогсендар» – вы не говорили. И третье лицо будет звучать «олар aitkан жог» – они не говорили. Здесь также мы к отрицанию «жог» не прибавляем личных окончаний, так как их нет. К основе глагола мы лишь прибавляем в данном случае суффикс давно прошедшего времени «кан». И предложение звучит «олар aitkан жог». Теперь рассмотрим отрицание «емес». Здесь проделаем все те же самые действия. К основе глагола прибавляется суффикс давно прошедшего времени, а к отрицанию прибавляется личное окончание. «Я не говорил» будет звучать как «мен aitkан емеспен». «Ты не говорил» будет звучать как «сен aitkан емессен». «Вы не говорили» уважительная форма единственного числа будет звучать как «сис aitkан емессес». «Вы не говорили». И в третьем лице будет звучать «ол aitkан емес». «Он не говорил» или «она не говорила». То есть в данном случае стоит помнить, что к основе глагола мы прибавляем лишь суффикс давно прошедшего времени, в данном случае очевидное, а к отрицанию мы прибавляем личное окончание. То же самое и во множественном числе. «Быс aitkан емеспас» мы не говорили, «синдер aitkан емессендер» вы не говорили. Уважительная форма множественного числа звучит как «сиздер aitkан емессендер» вы не говорили. И третье лицо звучит «олар aitkан емес» – они не говорили. В третьем лице, как мы помним, нет личных окончаний. К основе глагола прибавляются лишь суффиксы конкретного времени, в данном случае давно прошедшего времени очевидное. Все эти две формы отрицания обе верны, но на практике чаще всего встречается форма с использованием отрицания «жог», то есть «мен aitkан жогпан» – «я не говорил». Чаще всего встречается отрицание именно в данной форме.
Но не будет ошибкой также использовать другие формы. Теперь переходим к вопросительной форме данного времени. Вопросительная форма давно прошедшего времени очевидно также имеет два способа образования. Первый способ – это образование при помощи вопросительных частиц бабе, папе, маме. И второй способ – это при помощи вопросительных местоимений, таких как кым, кто, не, что, кайда, где, куда, кашан, когда, кандай, какой и так далее. Первый способ образования вопросительной формы, в котором мы используем вопросительные частицы бабе, папе, маме, мы используем тогда, когда на вопрос можно ответить либо да, либо нет. То есть вопрос у нас как бы простой, как в первом примере. Ты говорил, и мы можем ответить на него либо да, либо нет. То есть полного ответа от нас не требуется. К основе глагола у нас здесь прибавляется суффикс давно прошедшего времени. После этого у нас прибавляется личное окончание. И в самом конце мы используем вопросительные частицы. В зависимости от того, на какую букву оканчивается глагол. Первое предложение будет звучать «Сенайт кансенба», «Ты говорил?» И мы можем ответить на данный вопрос либо да, либо нет. Также и в следующих примерах. Мы писали «Біз жазған біз ба?» То есть мы используем во втором примере глагол «жазу». Основа глагола у нас будет «жаз». Далее мы прибавляем суффикс давно прошедшего времени, в данном случае это суффикс «хан». После этого мы прибавляем личное окончание. В данном случае это окончание «біз». И после этого мы смотрим, на какую букву заканчивается у нас глагол, в данном случае «з». Поэтому мы используем вопросительную частицу «ба». И предложение звучит «біз жазған біз ба?» Мы писали. Также в третьем примере. Он телевизор смотрел. В данном случае мы используем глагол «көру». Основа глагола у нас получается «көр». Слово мягкое, поэтому мы прибавляем суффикс давно прошедшего времени, тоже мягкий. Получается слово «көрген». Смотрим, на какую букву оканчивается глагол, в данном случае «н», и поэтому мы используем вопросительную частицу «бе». Так как слово мягкое, поэтому и вопросительная частица также мягкая. И предложение полностью звучит «Ол теледидар көрген бе?» То есть он телевизор смотрел. Теперь переходим ко второй форме образования – вопросительной форме. Эта форма образуется при помощи вопросительных местоимений. Здесь мы уже не можем ответить на вопрос либо да, либо нет. Нам нужно будет давать полный ответ. Итак, возьмем первый пример. Вы где родились? Сыз кайда тугансыз. В данном случае мы используем вопросительное местоимение кайда. В этом предложении мы используем глагол родиться, ту. Основа будет у нас ту. Далее мы прибавляем суффикс давно прошедшего времени ган. И после этого прибавляем личное окончание. В данном случае это окончание «сыз». Получается глагол «тугансыз». И предложение полностью будет звучать «сыз кайда тугансыз». Вы где родились? Также в следующих примерах. Он что писал? Ол не жазған. В данном случае мы используем вопросительное местоимение «что», которое переводится как «не». Также используем глагол «жазу» писать. Основа глагола у нас будет звучать как «жаз». Далее мы прибавляем суффикс давно прошедшего времени, в данном случае «ган». Так как используем третье лицо «ол», то здесь нету личных окончаний. Глагол будет звучать как «жазған». И предложение звучит «ол не жазған». Он что писал? Также в следующем примере. Азамат что говорил? Азамат не айткан. Используем вопросительное местоимение «не». Также используем глагол айту. Основа глагола у нас звучит как айт. После этого мы прибавляем к глаголу суффиксы давно прошедшего времени. В данном случае это суффикс кан. И глагол звучит как айткан. Личных окончаний здесь нет, так как азамат это третье лицо, это ол. И предложение звучит азамат не айткан. Азамат что говорил? И последний пример «ты куда шел?». В данном случае мы используем вопросительное местоимение кайда. Глагол используем бару. Основа глагола у нас будет звучать как бар. Далее мы прибавляем к глаголу суффикс давно прошедшего времени хан. И после этого прибавляем личное окончание второго лица, так как используем второе лицо «ты», которое переводится как «сен». И предложение звучит «сен кайда бархансен». «Ты куда шел?». На этом у меня все. Большое спасибо вам за просмотр и увидимся в следующем уроке.